Мы, кавказцы, нужны России только как пушечное мясо. И я скажу вам прямо, как все обстоит на самом деле. Сегодня Украина защищает не только себя. В данный момент она стоит стеной, прикрывая постсоветские страны и всю Восточную Европу от дальнейшего продвижения российской недоимперии. До Украины этой стеной была Чечня. С 1994 года Россия была занята войной именно против Чечни. Не против всего Кавказа, а против одного небольшого чеченского народа. На протяжении 20 лет Чечня сдерживала огромную недоимперию в одиночку. Пока Россия была занята Чечней, остальные постсоветские страны могли жить относительно спокойно. У Москвы не было возможности двигаться дальше, потому что маленькая Чечня стала для нее огромной проблемой. Но как только организованное сопротивление в Чечне было подавлено, Россия начала готовиться к следующему этапу. Потом была Грузия, затем Крым и Донбасс, а после этого полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня на пути российской недоимперии стоит Украина. Но Украина – это не Чечня. Ее территория примерно в 37 раз больше территории Чечни. А до полномасштабного вторжения населения Украины превышало 40 миллионов человек. Кроме того, ей помогают страны цивилизованного мира оружием и деньгами. Поэтому Россия надолго увязла в этой войне. Пока продолжается война, кавказцев будут снова и снова отправлять туда умирать за чужие имперские интересы. Если Россия добьется своих целей, не дай бог в Украине, и сохранится в нынешнем имперском виде, она не остановится. Дальше под угрозой окажутся другие постсоветские государства и страны Восточной Европы. Потому что речь идет не просто о географии, речь идет об имперской политике, рассчитанной на десятки лет вперед. Вернуть контроль над бывшими советскими республиками, восстановить сферы влияния и снова участвовать в переделе Европы. А кавказцам в этих планах отведена одна роль – быть пушечным мясом. Пока Россия существует в нынешнем виде, Кавказ будут снова и снова втягивать в чужие войны. Кавказские мужчины будут воевать и погибать не за свою землю, не за свободу своего народа и не за будущее своих детей, а за интересы недоимперии. Вы надеетесь, что это коснется не каждого, что все как-нибудь закончится и станет лучше. Но увы, это коснется каждого кавказца, кто может держать оружие в руках. Каждый должен пройти через этот ад. По крайней мере, такова ваша роль в этой недоимперии. Да и Всевышний обещает вам после этого долгое, жаркое путешествие в тропические места, а своих слов на ветер он не бросает. Я знаю, кто не видит дальше своего носа, мои слова как об стенку горох. Но по крайней мере, на том свете перед Всевышним я скажу, я к ним обращался.